Здравствуйте, дорогие ребятки! Сегодня мы вам расскажем сказку братьев Гримм «Румпельштильцхен». Итак, жил когда-то на свете мельник. Был он беден, но была у него красавица-дочь. Случилось ему однажды вести беседу с королем. И вот, чтобы вызвать к себе уважение, говорит он королю: «Есть у меня дочка, такая, что умеет прясть из соломы золотую пряжу». Говорит король мельнику: «Это дело мне очень нравится. Если дочь у тебя такая искусница, как ты говоришь, то приведи ее завтра ко мне в замок. Я посмотрю, как она умеет это делать». Привел мельник девушку к королю. Отвел ее король в комнату, полную соломы, дал ей прялку, веретено и сказал: «А теперь принимайся за работу. Но если ты за ночь к раннему утру не перепрядешь эту солому в золотую пряжу, то не миновать тебе смерти». Затем он сам запер ее на ключ, и осталась она там одна. Вот сидит бедная Мельникова дочка, не знает, что ей придумать, как свою жизнь спасти. Не умела она из соломы прясть золотой пряжи, и стало ей так страшно, что она, наконец, заплакала. Вдруг открывается дверь, и входит к ней в комнату маленький человечек и говорит: «Здравствуй, молодая мельничиха! Чего ты так горько плачешь?» «Ах, — ответила девушка, — я должна перепрясть солому в золотую пряжу, а я не знаю, как это сделать». А человечек и говорит: «Что ты мне дашь за то, если я тебе перепряду ее?» «Свое ожерелье, — ответила девушка». Взял человечек у нее ожерелье, подсел к прялке и тур-тур-тур, тур-тур-тур, 3 раза обернется веретено, вот и намотано полное мотовило золотой пряжи. Вставил он другое и тур-тур-тур, тур-тур-тур, 3 раза обернется веретено, вот и второе мотовило полно золотой пряжи. И так работал он до самого утра и перепрял всю солому, и все мотовила были полны золотой пряжи. Только начало солнце всходить, а король уже явился. Как увидел он золотую пряжу, так диву дался. Обрадовался, но стало его сердце еще более жадным к золоту. И он велел отвести Мельникову дочку во вторую комнату, а была она побольше первой и тоже полна соломы, и приказал ей, если жизнь ей дорога, перепрясть всю солому за ночь. Не знала девушка, как ей быть, как тут горю помочь. Но снова открылась дверь, явился маленький человечек и спросил: «Что ты мне дашь за то, если я перепряду тебе солому в золото?» «Дам тебе с пальца колечко, — ответила девушка». Взял человечек кольцо, начал снова жужжать веретеном и к утру перепрял всю солому в блестящую золотую пряжу. Король, увидя целый ворохаж золотой пряжи, обрадовался, но ему и этого золота показалось мало, и он велел отвести Мельникову дочку в комнату еще побольше, а было в ней полным-полно соломы, и сказал: «Ты должна перепрясть все это за ночь. Если тебе это удастся, станешь моею женой». «Хоть она и Мельникова дочь, — подумал он, — но богаче жены, однако ж, не найти мне во всем свете». Вот осталась девушка одна, и явился в 3-й раз маленький человечек и спрашивает: «Что ты дашь мне за то, если я и на этот раз перепряду за тебя солому?» У меня больше нет ничего, что я могла бы дать тебе». «Тогда пообещай мне своего первенца, когда станешь королевой». «Кто знает, как оно там еще будет, — подумала Мельникова дочка, — да и как тут было горю помочь. Пришлось посулить человечку то, что он попросил. И за это человечек перепрял ей еще раз солому в золотую пряжу». Приходит утром король, видит, все сделано, как он хотел. Устроил он тогда свадьбу, и красавица, дочь мельника, стала королевой. Родила она ему спустя год прекрасное дитя, а о том человечке и думать позабыла. Как вдруг входит он к ней в комнату и говорит: «А теперь
отдай мне то, что пообещала». Испугалась королева и стала ему предлагать богатство всего королевства, чтобы он только согласился оставить ей дитя. Но человечек сказал: «Нет, мне живое милей всех сокровищ на свете». Запечалилась королева, заплакала, и сжалился над ней человечек. «Даю тебе 3 дня сроку», — сказал он. «Если за это время ты узнаешь мое имя, то пускай дитя остается у тебя». Всю ночь королева вспоминала разные имена, которые когда-либо слышала, и отправила гонца по всей стране разведать, какие существуют еще имена. На другое утро явился маленький человечек, и она начала перечислять имена, начиная с Каспара, Мельхиора, Бальцера, и назвала все по порядку, какие только знала, но на каждое имя человечек отвечал: «Нет, меня зовут не так». На другой день королева велела разузнать по соседям, как их зовут, и стала называть человечку необычные и редкие имена. А может, тебя зовут Риппенбист или Гамельсваде или Шнюренбейн? Но он все отвечал: «Нет, меня зовут не так». На 3-й день вернулся гонец и сказал: «Ни одного нового имени найти я не мог. А вот когда подошел я к высокой горе, покрытой густым лесом, где живут одни только лисы да зайцы, увидел я маленькую избушку. Пылал перед нею костер, и скакал через него очень смешной забавный человечек. Он прыгал на одной ножке и кричал: «Нынче пеку, завтра пиво варю, у королевы дитя отберу. Ах, хорошо, что никто не знает, что Румпельштильцхен меня называют». Можете себе представить, как обрадовалась королева, услыхав это имя? И вот когда к ней в комнату вскоре явился человечек и спросил: «Ну, госпожа королева, как же меня зовут?» Она сначала спросила: Может быть, Кунц? «Нет». А может быть, Гейнц? «Нет». Так, пожалуй, ты Румпельштильцхен. «Это тебе сам черт подсказал! Сам черт подсказал!» – завопил человечек и так сильно топнул в гневе правой ногой, что провалился в землю. А дитя осталось у своей матери королевы, и вся королевская семья жила долго и счастливо. Вот такая замечательная сказка, друзья. Спокойной вам ночи, ребята!